одной из ключевых задач, которая сегодня стоит перед руководством Абхазии, и одна системная проблема, которая фактически нам мешает развиваться, это недостаточное количество объема электроэнергии, которую потребляет республика. И в этом смысле мы надеемся, конечно же, на взаимодействие с Российской Федерацией, прорабатываем несколько направлений в рамках оздоровления энергетической системы. Я надеюсь, что мы сегодня в рамках этой встречи обсудим эти шаги и уже будем выходить на реализацию тех запланированных мероприятий, которые мы обсуждали ранее, в том числе и на встрече в Москве с Владимиром Владимировичем Путиным. Надеюсь, что эти шаги будут оперативны, учитывая, что у нас нет большого временного отрезка на реализацию, на решение этих проблем. Будем действовать оперативно и решительно. Абсолютно правы, уважаемый Бадыр Зурабович, что времени-то, лето проходит быстро, зима наступит скоро, да, и нам очень важно прямо сейчас принять меры. Первая главная цель – пройти следующую зиму без отключений. Ну, оговорился тех, кто платит. Второе – все-таки понять, какие меры мы должны принять для обеспечения долгосрочной устойчивости энергосистемы. Посмотреть вместе, как нам сделать, ну, если честно, такую прям тотальную инвентаризацию, значит, состояния сетей и выработать план. Он не будет реализован за месяц или за полгода, но выработать долгосрочный план приведения сетей в соответствие. Да? Ну и третье, мне кажется, тоже важная история. Сегодня понятно, что очень много вопросов возникает у бизнеса, в первую очередь абхазского, который готов был бы вкладываться в инфраструктуру, готов строить жилье, готов строить там торговые центры, рестораны, гостиницы, значит, но не может этого делать, потому что нет гарантии подключения электроэнергии. И мы должны найти решение, чтобы точно зимой не было отключений, раз, чтобы не ограничивалось развитие инфраструктуры Абхазии невозможностью подключить электроэнергию, и долгосрочный вот этот вот вопрос про устойчивость энергетической инфраструктуры.